Я родился в городе Якутске. У меня есть брат младший. Моя мама учитель начальных классов в 26-й школе. И в 10 классе перешел сюда, в СунЦВФУ, и уже начал заниматься, наверное, больше по химии и математике, чтобы сдать ЕГЭ. И благодаря своей работе влияние метамона 101-102 на свойства и структуру политетрафторэтилена, или тефлона, я смог поучаствовать в региональном этапе больших вызовов в Республике Саха-Якутия и прошел на финал. Прежде всего меня поразил масштаб Сириуса. Это огромные белые здания с белыми колоннами и огромными стеклянными окнами. Также поразили их лаборатории. Меня поразила открытость этих лабораторий и доступность для обычных школьников. И я знаю то, что у нас в Якутии на основе Малой академии наук строится новый учебный корпус с лабораториями. И я думаю, то, что это послужит таким большим толчком для наших учеников. Участие в больших вызовах мне как минимум дает баллы на поступление. А также, что самое главное, это дает мне опыт. Наука, мне кажется, это же диалог с интересными людьми на интересную тему. И не зря финалом является презентация своей работы. И знаете, у нас культура этого научного диалога в принципе развита. И здесь я бы, наверное, хотел поблагодарить Малую академию наук, Дом научной коллаборации. И я также благодарю Фонд будущих поколений за предоставленную нам всем возможность. В 2018 году я участвовал в международных интеллектуальных играх в Якутске по робототехнике. Для меня это было самым грандиозным проектом, в котором я участвовал. Это сотни участников с разных стран Азии и мира. И международный масштаб этого проекта позволил мне осознать нашу якутскую идентичность. Знакомился с участниками из других стран. Я перенял их опыт, их, может быть, культуру немножко и подчеркнул свои знания. Мне с детства казалось то, что спорт — это не мое, и поэтому я пошел на такие более изящные искусства. Я начал заниматься фортепиано, игрой на пианино, и я рисую. Я окончил ДШИ. Я также занимался изобразительным искусством, и, наверное, я больше всего вдохновлялся нашими якутскими авторами. Якутская графика для меня казалась наиболее... Да, она была, возможно, не такая изящная, как графика каких-нибудь американцев или еще кого-нибудь, но для меня это было что-то родное. Я планирую поступить в СВФУ и продолжить заниматься научной деятельностью. Мы находимся в лаборатории СунЦВФУ, где мы проводим химические опыты, и, в принципе, это стандартные для любого школьника моменты, но именно они складывают опыт поведения и работы в лаборатории. Мы проведем стандартную школьную реакцию на выявление катионов железа-2 и добавим сюда красной кровяной соли. И, в принципе, простой, но очень красивый опыт, не правда ли? И именно из таких маленьких вещей складывается, наверное, жизненный опыт и опыт поведения в лаборатории. И это не просто какая-то бумажная работа, да? Это мелочи, которые познаются только в работе вот прямо здесь, за столом и прямо здесь с реактивами. Грядущие годы даруют нам новые возможности и открывают новые перспективы, новые шансы для самореализации. И мы можем принять большие вызовы современности. Мы можем улучшить республику и Россию.